Ну что, погнали на набережную Судака. Помню, в каких городах, словно это было похмелье. Через мои песни идут поезда, считая полном тоннеле. Ведь мы проснулись в одной постели, скоро рассвет. Выходные и полетели. Написать, что зачитать, кровью ветра полетели. В сторону набережной. Кину СК Креба сейчас заснимем. О. Уже 19:14. Мы уже должны быть через полчаса на заправке. А мы до сих пор здесь. Ну ладно. Поехали. Поехали, прокатимся по набережной. О.
забито все. Лейла, ну Лейла. Торгуют люди слева, справа. Кафешечки, мангальные зоны, шашлычок, бурундучок, кофеечек, все дела. Сдается жилье. Прям частный сектор, прям 2 минуты, и ты уже, даже не 2, а минута, и ты уже на море, получается так. Повезло. Вообще. Так обычно, блин, частный сектор находится 15 минут, к морю 20, а это прямо раз и все. Давай, что ты там, тете, моте. Тети Моти. Тети Моти. Сейчас достанем фотообъектив. Будем снимать на фотообъектив. Ногой толкуется. Проехали 5 метров, и давай сдавать. Собачки бегают. Я понимаю.
на ту эту улицу. Вот столько людей сегодня, 30 июня. Ну, сейчас вечер, уже большинство людей ушли с пляжа. Сейчас мы заснимем еще на телефон. Совершенно другой мир. Наши инструкторы научат любому За билетами обращайтесь Так, ну чё, погнали. Фу, сейчас пока еще отсюда выйдешь, блин. О, эти ходят животные. Капец. Аллея кипарисовая вся забитая. Сейчас с вами здесь заснимем. Опа. Да, тут, блин, еще попробуй выехать так просто.
с этой кипарисовой аллеи еще так и не выйдешь. Так, малой, осторожно, осторожно. 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 Часть выехали, а часть еще предстоит выехать. Да, вот это тут движуха, пока выйдешь отсюда. О, почти выехал. Так, нам дальше ехать. Прямо. Тут собачка какая-то. Так, сейчас включим фары. Стоп! Да стоп! Мама, стоп! Я не говорю, что не вижу. 19:30, говорит, стоять, мама, мне нужны деньги. Я хочу красиво отдыхать. Мама, переведи мне деньги на отдых в Судаке. Мы тут с моим мужчиной прогуляли все.
сходили на заправку, кофейка бахнем и поедем домой уже 19:32. Да, встречный ветер, блин. Уже деление пропало. Встречный ветер — это плохо. Очень плохо. Там может не хватить до куда-то доехать. Пешком будем идти с Коктебеля в Орджоникидзе. Я шучу, хватит. Может быть, где-то в районе Орджоникидзе может где-то закончиться заряд. Может быть, но это не факт. Посмотрим. Сегодня, в принципе, температура плюс 30, только что ветер. Вот если ветер, как бы, не знаю, как оно. В общем, будем смотреть по обстановке, как оно, что там, да. Главное, до Коктебеля. Все, а с Коктебеля там можно и вообще пешком идти. А там можно пешком пройтись. Фу. Надымел так, блин, капец. Фу. Вонючка. Сейчас кофейца бахнем. Фух. И поедем дальше. По Бырику сейчас. Вот тут на мотиках поставали, блин, парни. А мы тут сейчас где-то с краю поставим. Где-нибудь здесь вот. Опа. Ой. Так. Включение из Судака. Вечер. Выезжаем, выехали с заправочки и движемся на Коктебель. Встречный ветер фигачит, блин. Будет нам тяжко ехать. С учетом того, что я сегодня со временем у нас не очень много
почти 8. А нам 1,5 часа минимум ехать. Даже не 1,5, а 2. Ну, если поднажать, то можно как бы и за 1,5 часа доехать. Но это не точно. Что тут за плюган? В общем, будем жарить сало. Единственное, плохо, что ветер мешает ехать быстрее. Может, там дальше ветра не будет, посмотрим. Вот такие виды. Закат скоро где-то там. Вот я еще ни разу закат не встречал, не провожал в Судаке в новом свете. Это потому, что я приезжаю без машины. Надо на машине своей с велосипедом приехать, покататься. Вот. Закатик встретить, погрузить машину в багажник ну и поехать машиной, да, домой. Потому что на велосипеде по вот этой дороге ночью ехать, это такое себе, не очень. Ну, как-нибудь, да, надо машиной приехать. А то, получается, меня машины сюда привозят. Я катаюсь там по Судаку, по Новому Свету. А потом уже еду назад сам. Вот такие дела. Напился кофе. Сегодня быстро все, да. Потому что это я с дома выехал в 4:30. Приехали мы сюда. Почти было 6. То есть поздно уже. Надо с дома в 4 хотя бы выезжать. Вот каждые полчаса играют роль. Каждые полчаса. Не, я бы так мог бы и проезжать и в 10 домой там. Но просто по ночи на велосипеде ездить долго не хочется. Хочется, ну, потемнело и там через полчаса приехать. А вот этот час-полтора ехать по ночи на велосипеде, это такое себе занятие. Не очень. О, какой ветерочек летний. Вот летом ветер это просто кайф. Ты просто кайфуешь. А зимой, осенью ты этот ветер просто ненавидишь. Такой ругаешься, матюкаешься. Потому что ты весь одетый в этих куртках, в шапках, в штанах там. Ну, как бы вот такое. Поэтому ветер самый классный это только летом. В
В остальное время ветер — это зло. Летом ты просто наслаждаешься. Фух. Фух. Летом это кайф, да. Сегодня выходной день, но я бы не сказал, что прям много людей было. В Новом Свете, например, не так много. В Судаке тогда побольше людей в Судаке. Вот. Побольше. Да и вот надо им машиной своей. Так можно и в Алушку, например, поехать. Что тут? 2,5 часа. Приехал в Алушку, покатался по Алушке, потом загрузил велосипед и погнал домой. Машиной просто ночью куда безопаснее, чем на велосипеде. Ну и с Алушты, да, я с Алушты на велосипеде не доеду, это там 100 с чем-то километров. У меня максимум на 100 километров, где-то так, и то это время. Так что на машине своей надо в такие места, в дальние ездить, кататься, а потом грузиться и ехать на машине назад. Погнали, погнали, погнали. Время сколько? Время уже 20:01. Да, время сегодня у нас. Да я еще сегодня думал, ехать нет, а потом думаю, да поеду, что? Дела как бы. Дела делами, а лето есть. Лето, надо куда-нибудь поехать. Фу. Да. Ну вот на машине из Судака или из Орджоникидзе в Судак с одним я доезжаю где-то за час. Вот. А с другим чуть побольше. Не, даже не за час. Но я просто в сам Судак не езжу. Я езжу либо в Новый Свет. Вот. Либо на Меганом. Но вот, например, с одним я доезжаю в Новый Свет за где-то час 20, час 15, а с другим могу доехать и за час. Вот. И за час, потому что он ездит быстрее. Один ездит так не спеша, в развалочку, ну там 80, ну там 90, ну может кое-где 100, но это редко. А второй так нормально, сотку, 110 по этим вот дорогам едет. Так что как-то так вот. Фу. Фу. Хорошо, сейчас да, не жарко же, солнце где-то там село за гору. Кайфово сейчас.
крутить. Думаю, за 1,5 часа я не доеду. За 2 часа, да, еще. Реально. А за 1,5 часа никак. Вот я выехал, было 7:50. Ну, почти 8. Фух. Тут же подъемы эти. Сильно не притопишь. Плохо, что они пока не сделают такое, чтобы если вот подъем, чтобы можно как-то было быстрее на вот подъем ехать. Но это, опять же, это ж мощнее будет двигатель. А мощнее двигатель, значит, права. Но с другой стороны, они ж ничего не ставят, то есть эти все велосипеды идут со скоростью до 25, ну, по стандарту. Вот. 25. А потом можно чипы ставить, чтобы скорость была и 40, и 50. Вот. То есть они никакие не ставят блокировки, чтобы нельзя чип ставить. То есть это ты на свое усмотрение ставишь чип этот. И если тебя где-то поймают, то могут сказать: эй, товарищ, а права покажи свои, у тебя тут скорость нормальная. А я такой: да не, вам показалось, у меня 25 и все. А он такой: да что ты мне рассказываешь, давай права сюда. А ты ему скажешь: да нет прав, это ж, блин, велосипед, какие еще права? Ну, как-то так, да. Велосипед вроде как, а вроде как и не велосипед, вроде как почти мопед. Мопед вот едет со скоростью 60, а этот вот едет 45-50. Если там спереди большая звезда, 55 можно. То есть почти как мопед, только он не жужжит и не дырчит, не воняет, и его не надо заправлять бензином. Всего лишь скорость на 10-15 километров меньше обычного мопеда. Ну, там, конечно, есть мопеды и 80 едут, и 100, но это уже как бы другие мопеды, более такие мощные. А я про обычные. Вот, про обычные вот так, да. Вот он едет 60, ну, может, 65 там. То есть с таким велосипедом всего лишь разница 10-15 километров. Так мопед тот стоит там 1100, ну 150 максимум. А эти велосипеды стоят 400 тысяч, 500 тысяч, 700 тысяч. То есть, блин, капец разница. И вот, да, вот так, если чем лучше такой велосипед, чем мопед. Во-первых, на электричестве. Во-вторых, не надо заправлять его бензином. В-третьих, он не шумит. В-четвертых, ты можешь ездить по везде, по всяким горам, там, где этот мопед не проедет. Вот и получается разница, почему такая цена. Так что как-то так. Не, ну на мопеде ты можешь, например, ехать вдвоем.
А на этом велосипеде вдвоем особо не поедешь. Но это уже другое, да. Это уже совсем другое. Сколько там у нас? Время 20:09, да? Ой, переключилась, чего-то там. Фух. Да не, мы успеем, я думаю, в 9 часов быть в Коктебеле. Будем просто поднажимать быстрее. Просто надо поднажать. Давай, 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 родной. Жми, жми, жми. Не кайф вечером ехать вообще. Свежо так. Но я сегодня одел футболку, а не майку. В майке вечером вроде как и нормально, но так хочется футболку одеть или какую-то кофтеечку легкую. Так, переключилось деление. Вот не знаю, хватит мне доехать даже Никитзе. Вот Ланос даже машина стоит дешевле, чем вот этот, чем такие вот велосипеды. Машина Ланос. Он примерно стоит что-то где-то в районе 200 тысяч. Ну, 200, может, 300. Смотря какой. Фух. И почему такие дорогие они? Я не знаю. Погнали на спуск. I can love me.
поменялись. Сколько там время у нас? 20:14. Полиция. Малой оделся в полицейскую одежду. Стоит с палкой. Я думал, сперва настоящий полицейский стоит здесь, а потом ближе малой стоит чудной. О, дает. Фух. Вот дает. Давай, Солнечная долина. Проезжаем. Какой сегодня закат там он. Закат в море. Фух. Да. Красивенько. Однако. Но нам надо ехать. Снимать закаты нам сегодня некогда. Фух. Нам надо ехать. Времени в обрез. Фух. Красота, лепота. Скалы, горы, камни, зелень. Все, конечно, пейзажи эти. Каждый раз вот проезжаешь здесь, хоть даже здесь был недавно, все равно проезжаешь и любуешься видами. Вот. Ух, ветер встречный, собака. О,